9 февраля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,36 сомони к $1, курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,11 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,36-34 до 10,35 сомони, 1 евро от 11,90 до 11,20 сомони, 1 российский рубль от 0,1430 до 0,1440 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром в целом стабильны после трехдневного ралли. Об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы поставок после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, также обратив внимание на еженедельные данные по запасам нефти в США. Цена на нефть марки Brent составила $85.06 за баррель, марки WTI $78.42 за баррель. Цена на золото в четверг утром стабилизируется в районе $1890 за тройскую унцию. Это следует из данных торгов. Инвесторы продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы США. Правительство Казахстана вводит запрет на экспорт наиболее востребованных видов нефтепродуктов сроком на 4 месяца всеми видами транспорта. Об этом сообщает закон.кз. Совместным приказом соответствующих министерств и ведомств о некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан запрещается вывозить бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, топлива жидкого, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ, а также вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автотранспорта. Совместный приказ будет введен в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования. Ранее, 20 января, власти Казахстана продлили запрет на экспорт вышеуказанной продукции автомобильным транспортом сроком на полгода. Связывалось это с вопросами обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Запрет на вывоз нефтепродуктов из Казахстана не может особо изменить ситуацию на внутреннем розничном рынке Таджикистана. Дело в том, что около 90% бензина и дистоплива в Таджикистан поставляется из России на льготной основе. Ранее Минэнерго Республики Таджикистан сообщила об увеличении в наступившем году ввоза льготных российских нефтепродуктов. Казахстан является главным поставщиком сжиженного газа в Таджикистан, на который приходится более 84% поставок. В Таджикистане начал действовать новый оператор мобильной связи «Анор». «Анор» – это ООО «Таджик Мобайл», оператор мобильной связи, работающий в Таджикистане с 2009 года, предоставляет услуги стандартов GSM, 3G и 4G. Владеет лицензиями на предоставление услуг телематических служб и передачи данных, включая IP-телефонию. С 2023 года расширяет свою деятельность, предлагая абонентам стабильную связь, широкое покрытие, сбалансированные и доступные тарифы. Оператор мобильной связи обещает, что «Анор» будет ловить по всей стране и даже в горах. Первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Фирдавс Талибзода встретился в Душанбе с управляющим макроэкономической программой СЭКО Рета Ваерманом. Как сообщает пресс-центр НБТ, стороны обсудили приоритетные направления двухстороннего сотрудничества между Национальным банком Таджикистана и швейцарским офисом по экономическому сотрудничеству. Фирдавс Талибзода ознакомил представителей СЭКО с последними достижениями банковской системы и макроэкономическими показателями. Также отметила, что, несмотря на влияние внешних факторов, банковская система смогла завершить 2022 год с положительными результатами. В ходе беседы собеседники выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между Национальным банком Таджикистана и швейцарским офисом по экономическому сотрудничеству. Наряду с этим полученные результаты были рассмотрены в рамках первого этапа программы по укреплению финансового сектора, в том числе в сферах укрепления финансовой стабильности, средств сокращения пассивных кредитов и вопросов их налогообложения, развития корпоративного управления, платежной системы и защиты прав потребителей финансовых услуг. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и Таджикистана о системе содействия взаимной торговли. Соответствующий указ был подписан 6 февраля этого года. Ранее законопроект о ратификации был одобрен обеими палатами белорусского парламента.
Поясняется, что система содействия взаимной торговли основана на обмене информацией о перемещении товаров и транспортных средств в соответствии с техническими условиями обмена информацией. Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.